Кен тұтқаға саңымы ұғытқан үстіппен, үкір ағас қомыра ардар көстеппен, үтчап күні күтәрі үмға тапырдың, қомырда қомырдар алала тапырдың. Енді бар күлік тұрда ақтауы Үйдегінен күндірі Нұрбабыт районының олықтауқтара, онна ғылжындара. Добрый день, уважаемые главы муниципальных образований, депутаты представительных органов, жители и гости Нюрбинского района, участники торжественного мероприятия. Сегодня, 28 декабря 2021 года, в муниципальном районе Нюрбинский район подводим итоги 2021 года, года науки и технологий в Российской Федерации, года здоровья Республики Саха-Якутия, года образования в Нюрбинском районе. Весь 2021 год мы провели под эгидой 125-летия со дня рождения выдающегося государственного политического деятеля Степана Васильевича Васильева, стоявшего у истоков развития золотодобывающей и тяжелой промышленности всей страны и основ государственности республики. 85-летие со дня рождения видного государственного и общественного деятеля, почетного гражданина Республики Саха-Якутия, Абыйского, Момского, Горного и Нюрбинского районов Варвары Андреевны Петровой. Сақабыр селен сударыстығанынан сүйіз сұлтағы өбілігін бүлгін сақа селен олықтауқтары үрібілді өптіп біле етпей. Бұл олаған солғылар кәлбіз кеме ақыллары болы. Білге, Нюрмаджылы, кем тұттабы сақа автономиятын Бұлатын ойымызғайы, Максим Алмозабы, Исидар Барақабы, Степан Ржаковы қытта тұруласпы, түріттәспе, Нюрба Нюргын ола Степан Васильевич Васильевынан. Тығынчы 911 жыл бұйырып кәндерге кәптен төрінен етмәр қалар. Сарғылар сақабыл селен суверенитеті Сақа Республиканың Нюрба, Муама, Абый, Горный районларын кәрі бекеті олықтасты, анығылы алқында салайыннан сайды солын тәлбей Сақа Республиканың бұжылықта олықтауы Варвара Андреевна Петрованы. Kölühün kurbadak köstüyle kömmedek kağıstağ bügen. Köngülün süderbet narotun kençeri keskilin tuğugar. Oksuhu atıgar kiremmin oluk bunda dolu uğranmın. Sarsыңыз садағы арайсың, сарғылап олығы, салайсың. Bu bihiге gülü uluğun bu kurulun ıstıraqtan kalamet üyerinden erebin, onda beybi sanağıbıtan onağıbıtan üllesler pistelen kuruqtun təlin. Bugün manday ki tümsüyüp ola. Tümsüyübüten yekiden qadda hırlayan tuğudan sübeleyektin. Kim tuğ qatıyla ay? Tavarıstar, billen turar bihiге Nukuskay Qorakka жөніне кәппет жоннар болар бұлбығынан. Топсай білебіден, көребіден қаңатыйға, онына политическі өртінен таңымытын үрдетіге сыраланы белектар. Олаттар, бигі оғыз бұдыттан Олатчалбақи өрәқпеден салғы кәлбеден. Болысы чүге, күрғок беремеппет, әме бәтті. Үйгі, үкіді дүмсен, анабадан стағарбыт, қаяндан ада.
Оннаки бигини гытта бирге верен хыджар намтан Максимом Мухаб тататтан лотын элипсептин олаттары гытта жүйедик себесті екана. Сапка даган. Яша бұтағы дегергендердегі күншік ұйға кете түмсәлбет сапуа. Ұйға кете түмсәлбет сапуа. Онна бұлаға оран докладчиктары әддәттен білімнелері істейді. Білден тұрар еті бігігі, білейбітін көрілбітін кәңетіге политический дағлаттынан тағанмытын үрдәкері ұлған тұғылақ бұл. Он эти Степанкин Бурдук, Максим Амосовы, Платон Селепсовы, он тот товарищ гитта бисехпудин көсөкпудин себәстенеппудин. Шамаран түмсүбүдүн түмүктөгөн аныбыз көсөккөн. Телеграмма. Москва, ЦК ВКПБ Сталину, СНК Молотову, нарком Держком Орджоникидзе, глав золота Серебряковскому, Цветмедпрофсоюз Васильеву на основе большевистской реализации решений партии и правительства о золотой промышленности трестом Якутзолото. Октябрьская программа золотодобычи выполнена за 28 дней на 102%, что составляет прирост к октябрю 1932 года на 58%. Управляющий трестом Якутзолото Альшанский, секретарь райпобкома Корытный. Телеграмма. Якутзолото товарищу Альшанскому, райкомпарт Корытному. По распоряжению товарища Орджоникидзе Якутзолото снят с черной доски. Прошу передать всем работникам привет товарищу Орджоникидзе и поздравления с десятилетием алданской золотопромышленности и пожелания всяческих успехов. Нарком принимает личное шефство над Алданом и просит телеграфировать ему лично о ваших нуждах, а также успехах. Неумение работать по-новому – причина отставания золотой промышленности. Нужно больше внимания уделять мелочам рабочей жизни конкретных. Улучшить культурно-массовые работы, быт рабочих. И тогда хозяйственные коллективы дружно возьмутся за дело с одной целью – побольше золота. У всех должна быть одна задача – больше золота. Развитие цветной металлургии – это развитие всего народного хозяйства. В первую очередь электропромышленности, машиностроения, авиастроения. Другой генеральной линии здесь нет. Allah'ın kadar kaylarda doksun sürü kabilerde tamayar tavalar, kabiler kıstak, otobulu kohundanlı abı muama uluslara. Kalın kaptakçılarda, ağırgala bağımızlarda, karıya boyu kahayında, üstte muhta korostunda, ulu çoruncalarda, gornay rayona. Keremez üçü canına, kodun bülü ebede, günler koratalıkta, gerden bir bet keskinler, gen yurba, gök yurba. Min örü, üleni örü tutabın. Ülenden tığınabın, üle kanaralakbın. Üle var, üleler, karşı soğuk, ülelen yakka, ülelen gitti yakka. O çoğu, yol dabayı, yol baydağına, ulus olağı bige durup tanı, ulus sayınlığına,
республикабыт кығыры. Биге олық сүнне үлі әрі болар. У геологов и алмазоводчиков есть поговорка: экспедиция беременна открытием. И это открытие в первую очередь пройдет на Надымском алмазном поле. 1994 год. Убаста бұллақ Нюрбалуғын олықтақтыра бар жаны. Бүгін біге ұғылытчы солқалақ событияға мұхынды бұл. Бұл события алмаз промышленна хасайдығыгар Сахалистилигерері болбаққа бүтін Россияр білен историяға кейдеған. Бұл жолу инеки көлуіне өйдіяға, сыналыға онына мақталлақ болуға. Саха Республикатын бастығы президенті Михаил Ефимович Николаев 1995 год. Сегодня Нюрба перешла на новый уровень развития, став на стыке веков перспективным промышленным районом. Благодаря работе геологов, местной молодежи и местного населения были открыты месторождения газа, золота и алмазов в Западной Якутии. Были построены города Мирный, Айкал, Удачный. И теперь у нас есть город Нюрба, город республиканского значения. Президент компании «Алроса» Вячеслав Анатольевич Штыров, 1997 год. Дарбатыды соқ, бұл Ағағас акционерное общество предприятий тәрелейді алмаз сайтыдығар. Бүгінгі түген ұлы солықтақ тұрғар, бұқа бараларығар улахан әпетіне сүктіреді. Кейдін суылардың кейіңін ішігестәрін. Оло тоқсын балығыр ұстар бұд бағылап, сағаз аспыт сарғыдың саңақтағырдар саналап, көргемнен біліне үйәттен салайды. Олығыныр оқы күз бүткін анабы, кем Нюрба, көк Нюрба, Нюркүн жоқтырын, үтік ақтарығар сүгір емет. Ыралақ ұлықтырын, үрнақ сылжар тұқары, дұрулағын қалыққа. Эрестен пиздуларын кенчәргердердекка. Мұспұт күнгі күдері тоқ барынан туғадыққа. Пожелаю моей великой родине радостной, веселой и счастливой жизни. С выражением недоумения буду считать, что моя жизнь оборвалась в полном рассвете сил из-за ошибок отдельных товарищей. Я сын своего народа, своей родины. Перед тобой будущее. Все чаще говорят, те, кто понимает, что в новом тысячелетии Нюрбинская алмазодобывающая промышленность будет флагманом развития Северной Республики. Мы с большой надеждой встречаем 21 век. В предстоящем веке процветание улуса будет сделано еще больше. В этом не должно быть никаких сомнений. Нюрбинцы – это люди слова и дела. Görgümne kuleli üyetten salaydı. Oluğunur okka büz bütkün anabı, kem Nürba, kök Nürba Nürkün jotarın, ötüp aktarıgar, yügürü yemin. Начинаем официальную часть мероприятия, посвященного итогам 2021 года в Нюрбинском районе. Слово предоставляется главе муниципального района Нюрбинский район Алексею Михайловичу Иннокентьеву.
Добрый день, дорогие жители и гости Нюрбинского района. Завершается год науки и технологий в России, год здоровья в нашей республике и год образования в Нюрбинском районе. Уходящий 2021 год был напряженным и насыщенным. Так же, как и весь мир, мы продолжили бороться с пандемией. В течение года в районе зарегистрировано 2251 подтвержденный случай новой инфекции. Из них 1773 взрослых и 478 детей. Несмотря на горечь утраты наших сограждан, благодаря самоотверженной работе работников здравоохранения и наблюдающей тем вакцинации населения, пик заболевания нами пройдет. Наша система здравоохранения выдержала самые серьезные испытания своей истории. И мы выражаем искренние слова признательности нашим медикам, находящимся на переднем крае борьбы с пандемией. На сегодня по району полный курс вакцинации прошли 9221 человек или 73% от плана. В 2021 году в Нюрбе развернули деятельность ПЦР-лаборатории, благодаря которой значительно уменьшен срок получения результатов анализов на инфекцию. По итогам года Нюрбинская центральная районная больница стала победителем номинации «Лучший центр амбулаторно-онкологической помощи Республики Саха-Якутия». Давайте поздравим наших медиков. Как и по всей республике, прошлым летом сильнейшая история засуха испытала нас на прочность крупными лесными пожарами. И на территории района зарегистрированы 112 пожаров, в том числе 53 лесных пожара ликвидированы. 7 лесных пожаров приостановлены решением правительственной КЧС. По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства нашей республики, общая площадь пожара составила 350 618 гектаров. Из них лесная 318 338 гектаров. Для мобилизации населения и привлечения сил и средств распоряжением главы района от 4 июня 2021 года был введен в нашем районе режим чрезвычайной ситуации. На тушение лесных пожаров было задействовано более 2000 человек и более 250 единиц техники, включая 1500 человек, привлеченных из местного населения. Был организован добровольческий штаб Нюрбинского района. Также на тушение привлекались силы и средства Федерального резерва авиалесохраны из Приморского края в количестве 120 человек и работники лесопожарных формирований из различных районов. Активно применялась авиация МЧС России, Минобороны, вертолеты Ми-8 водосливной установкой. Я отмечаю оперативную и слаженную работу наших глав поселений, жителей и работников учреждений и предприятий, предпринимателей и выражаю искренние слова признательности всем огнеборцам, которые защитили леса и села, и всем тем, кто по зову сердца помогал в этом. Несмотря на все трудности, мы добились серьезных успехов в новых отраслях экономики, социальном секторе и общественной жизни. Доходы бюджета района за уходящий год составили рекордные 5 миллиардов 200 миллионов рублей. Расходы бюджета района исполнены в сумме 4,5 миллиарда рублей. Реализована 21 муниципальная программа. Программные расходы составили 3,9 миллиарда рублей. Удельный вес в районном бюджете это составил 86%. Из районного бюджета бюджетом поселения направлено иных безбюджетных транспортов в сумме 104 миллиона рублей. Благодаря слаженной, плодотворной работе экономической службы района удалось добиться пролонгации истекающего в текущем году договора о сотрудничестве в области социально-экономического развития Нюрбинского района с акционерной компанией «Алроса». Наблюдательным советом компании утверждено подписание нового
трехлетнего договора ежегодной суммой перечислений 324 миллиона рублей. Средства будут направлены на проектные работы, капитальные вложения, строительство и ремонт, а также на строительство и модернизацию объектов водоочистных сооружений. Официальная процедура подписания запланирована в январе следующего года. Кроме того, в мае текущего года подписано соглашение о взаимном сотрудничестве на решение актуальных социально значимых вопросов, а также на поддержку одаренных детей нашего района. В 2021 году муниципальное образование Нюрбинского района участвовали в конкурсе программы поддержки местных инициатив. По итогам конкурсного отбора муниципального района и 13 муниципальным образованиям на реализацию 17 проектов выделено государственного бюджета республики в размере 25 миллионов рублей. Софинансирование из бюджета муниципальных образований и муниципального района составило 5,9 миллионов рублей. Вклад со стороны нашего населения и спонсоров составил 2 миллиона рублей. Стоимость проекта составила 33 миллиона рублей. По состоянию на 1 октября этого года в районе проживает 23 653 человека, в том числе в городе Нюрба 9688. За 9 месяцев число прибывших составило 783, выбывших 951. Миграционная убыль составила 168 человек. Центр занятости населения Нюрбинского района на учете в поисках работы состоит 419 человек, из них 354 безработных граждан. С начала года в целях поиска работы обратилось 1428 человек, из них трудоустроено 502. На постоянную работу трудоустроены 224 и 278 человек трудоустроены на временную работу. По проекту «Местный кадр промышленность» из числа безработных граждан промышленных предприятий трудоустроилось 62. Из них 12 человек чаиндийское месторождение. По национальному проекту «Демография» 21 безработных гражданина прошли профессиональное обучение по специальности горнорабочий подземный. Из них 16 человек трудоустроены в управляющую компанию, угольную компанию «Холмар». Оставшиеся 5 человек будут трудоустроены в январе следующего года. На профессиональное обучение направлено 51, в том числе по районной целевой программе «Содействие развитию населения» 20 человек, по национальному проекту «Демография» 31. Количество субъектов малого предпринимательства составляет 1050. Из них индивидуальных предпринимателей 551, юридических лиц 69, физических лиц, зарегистрированных в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход 430, в том числе в этом году зарегистрировано 107 индивидуальных предпринимателей, 8 юридических лиц и 323 самозанятых. В этом году объем финансирования за счет местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы развития предпринимательства в Нюрбинском районе на 2020 и 2024 годы составил 6,9 миллионов рублей. Большое внимание уделяется поддержке производителей продукции местного сырья и традиционным ремесленникам. На поддержку предпринимателей по данным направлениям выделены субсидии и гранту на общую сумму 2,6 миллионов рублей. Кроме того, за счет средств фонда поддержки предпринимательства выданы льготные займы субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 1 миллион 850 тысяч рублей. Как и в прошлом году, выделены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение частных затрат по договорам аренды торговых центров, деятельность которых была приостановлена в связи с объявлением нерабочих дней и не подпадающим под федеральные меры финансовой поддержку на общую сумму 353 тысячи рублей. Уделяется большое внимание созданию и развитию школьных бизнес-инкубаторов. На сегодняшний день в районе создано 11 школьных бизнес-инкубаторов.
В этом году 4 школьным бизнес-инкубаторам были выделены из районного бюджета субсидии. Это Антоновская средняя школа, 200 тысяч рублей на производство сушеных овощей и ягод, Малыкайская школа 120 тысяч рублей на изготовление мыла и набора арчи, Марской средней школе 110 тысяч рублей на изготовление кондитерских изделий, Чападийской средней школе 70 тысяч рублей на запуск медиацентра «Сатабыл». В республиканской онлайн-олимпиаде по креативному предпринимательству среди молодежи и школьников из 150 бизнес-проектов победителем номинации производства стала ученица Марской школы Лидия Хаттасова с проектом «Мини-цех по производству сушеных овощей и ягод». Школьники активно участвуют на районном этапе конкурса «Волскис Россия». Предприниматели выступают в качестве экспертов, жюри и наставников. В этом году победила Малыкайская средняя школа. Приоритетом инвестиционно-строительной политики района является целенаправленная работа по улучшению условий социальной и транспортной инфраструктуры. В уходящем году введены в эксплуатацию врачебная амбулатория и корпус начальных классов в Харулийском наследии. Каменный детский сад на 280 мест в городе Нюрба, здание Малыкайского филиала Нюрбинской детской школы искусств, 4-квартирные жилые дома в селах Нюрбачане и Жанха, многофункциональный центр в селе Харула. Практика строительства объектов образования, культуры и здравоохранения будет продолжена и в предстоящие годы. В 2022 году мы ведем фельдшерско-акушерский пункт в селе Хаты, школу-сад на 150 мест в Чапанде, дом народного творчества на 170 мест в Антоновке, будут строиться школа-сад на 150 мест в Чулкар, Убаянская школа на 360 мест, школа на 550 мест в городе Нюрба, пристроим начальную школу на 228 мест Антоновка, школа-сад на 10-25 мест в селе Едей, школа на 60 мест в селах Нюрбачан и Басыктах, школа на 120 мест Мар, на очереди строительства домов народного творчества в селах Мар, Хатыр-Сысы и село Хаты. В текущем году завершены ремонтные работы автодорог Хатыр-Сысы, Саилык, Малыкай, Хаты. Заасфальтировано 3 километра улиц города Нюрба и Антоновка. Достигнуто соглашение с Министерством транспорта республики о реализации пилотного проекта асфальтирования улиц сельских населенных пунктов, прилегающих к федеральной автомобильной дороге Вилюй. Это села Сюля, Нюрбачан, Антоновка, Чапанда, Мар, Едер. Серьезно обновляется коммунальная инфраструктура в городе Нюрба. Реализуется конституционное соглашение по строительству канализационно-очистного сооружения. Завершается разработка проектно-изыскательных работ полигона твердых коммунальных отходов. Начаты проектно-изыскательную работу по строительству водочистой станции. Определен оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Кировский угольный разрез. В районе идет успешная реализация федеральных программ асфальтирования федеральной дороги Вилюй. До 2028 года будет завершено асфальтирование федеральной автодороги на территории района со строительством моста через реку Вилюй. Начата реконструкция аэропорта города Нюрба. Работы будут завершены в 2003 году. На поддержку сельского хозяйства и всех уровней бюджета направлено 408 миллионов рублей, в том числе государственного бюджета 301,7 миллионов рублей, из районного бюджета 106 миллионов рублей. По состоянию на 1 декабря этого года поголовье крупного рогатого скота составило 12 535 голов, в том числе 4 875 коров. Поголовье лошадей во всех категориях хозяйств составило 10 951, птиц на 48 428 голов. Хозяйствами всех категорий произведено 1200 тонн мяса, сдано на переработку 3622 тонн молока. Нюрбинская птицефабрика произведено и реализовано 11 миллионов 640 тысяч яиц. С начала текущего года начата процедура передачи акционерного общества «Конный завод» имени Степана Васильева
собственность государства казенное предприятие «Якутский скот». Передача предприятия в государственную собственность позволит привлечь дополнительные средства на финансовое оздоровление предприятия, что гарантирует сохранение и увеличение поголовья уникальной мегрижской породы лошадей. Кроме того, снизится нагрузка на бюджет района. Ценой больших усилий и финансовых вложений удалось вывести из процедуры банкротства акционерного общества МТС «Юрба-Агро». Спасение предприятия позволит сохранить текущее поголовье крупнорогатого скота, а также столь необходимые рабочие места в селе Антоновск. По муниципальной программе развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства Нюрбинского района на 2020-2024 годы обновлено 70% автопарка Нюрбинского АТП. В дополнение к 3 новым автобусам ПАС-Вектор, которые мы привели еще в 2020 году, в декабре 2021 года поступили еще 2 автобуса ГАЗ-Некс и Некс-Сити. Также приобретено амфибийное судно на воздушной подушке «Нептун-15», тем самым обеспечив свободную транспортную доступность населенного пункта Малакайская Куста в межсезонье. В 2022 году планируется дополнительно приобрести новые автобусы и другие спецтехнику, такие как водовоз и кран-манипулятор. Традиционно уделяется большое внимание социальной поддержке граждан. В рамках социальной поддержки граждан в этом году действовали следующие направления. Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе гражданам, представляющим положительный имидж района. Выделено 6 миллионов 400 тысяч рублей для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Оказана материальная помощь 302 заявителям. Оказание материальной помощи гражданам, больным онкологической болезнью. За отчетный период поступило 73 заявлений с подтверждающими документами. Все они были удовлетворены. Материальная помощь оказана на сумму 6 миллионов 700 тысяч рублей. Оказание единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на проведение строительства, капитального ремонта или благоустройства жилого дома. В 2021 году единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям на проведение строительства, капитального ремонта фактически воспользовались 104 заявителей на общую сумму 20 миллионов рублей. Выдача сертификатов муниципального материнского капитала «Нюрбинская семья». Сертификаты муниципального материнского капитала «Нюрбинская семья» в минувшем году получили 73 семей на общую сумму более 8 миллионов рублей. Данная мера социальной поддержки многодетных семей, родившихся после 1 января 2020 года, 4-го или последующего ребенка, является в республике единственной на уровне районов. И одновременная выплата 75-летию победы в Великой Отечественной войне отдельным категориям граждан оказана помощь ветеранам тыла и детям войны на общую сумму 975 тысяч рублей. Всего за уходящий год по результатам конкурентных процедур, проведенных Комитетом отношений и муниципальных закупок, заключены контракты на общую сумму 661 миллион рублей, размещено 313 процедур. По-прежнему основным способом определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей остается открытый аукцион в электронной форме. Благодаря существующей системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, объем бюджетных средств, сэкономленных за счет проведения конкурсов и внеконкурсных процедур за 2021 год составил 129 миллионов рублей. В районе реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках данной программы в Нюрбинской центральной районной больнице закуплено 7 единиц нового высокотехнологичного медицинского оборудования. Общая стоимость оборудования составила 48 миллионов рублей. Установленный флюорографический аппарат в здании районной поликлиники и аппарат ХГДС. Ожидается монтаж рентгеноскопического диагностического комплекса здания лечебного корпуса. Установлена современная лапароскопическая система оперблоки для проведения сложных хирургических операций.
Также получили в этом году наркозно-дыхательный аппарат для ОАВИ, передвижной ФЛГ-аппарат, УЗИ-аппарат для скрининговой диагностики. В рамках мероприятий цифровизации установлено 20 единиц от техники. Вместе с медицинским оборудованием в Нюрнбергской центральной районной больницу поступили 2 автомобиля УАЗ для Харулинской и Марской врачебных амбулаторий, 1 автомобиль класса В для отделения скорой медицинской помощи. По проекту здравоохранения для новой врачебной амбулатории в селе Сайлык закуплены мебель и оборудование на сумму 1 миллион рублей. В рамках региональной программы модернизации первичной связи здравоохранения на капитальный ремонт объектов здравоохранения выделено 24 миллиона рублей для Нюрнбергской ЦРБ, из них более 13 миллионов рублей освоено в этом году по объекту лечебный корпус. Ведется строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Хаты за счет районного бюджета. Объект планируется ввести в феврале следующего года. Кроме того, за счет бюджета района закуплены лекарственные средства, средства индивидуальной защиты, лабораторное оборудование на сумму 3,8 миллиона рублей. Благодаря этому проведены массовые акции по привлечению населения для прохождения вакцинации против новой инфекции. Также администрация Нюрнбергского района на безвозмездной основе для нужд Нюрнбергской ЦРБ переданы 2 автомобиля. В этом году прибыло 12 молодых специалистов после окончания обучения, в том числе анестезиолог, реаниматолог, невролог, отоларинголог, 4 педиатра, 1 терапевт и 4 специалиста со средним медицинским образованием. Из госбюджета выделены целевые субсидии Дома народного творчества Джагур Чапанинского наследия, хореографа Давыдовой на укрепление материально-технической базы Каталык, Нюрнбергская межпоселенческая централизованная библиотечная система Центр народного творчества Малджигарского наследия стали победителем федерального конкурса Фонда культурных инициатив и выиграли соответственно грант в размере 2,5 миллиона рублей и 500 тысяч рублей. Активно ведется работа по укреплению кадров и повышению квалификации. В ноябре-декабре 19 специалистов учреждений культуры прошли курсы повышения квалификации современной своей культурной технологии в Московском государственном университете культуры и искусства. В рамках реализации федеральной программы 17 филиалов районной библиотеки были подключены к широкополосному интернету. Библиотекари Иванова-Манжарский филиал, Амосово-Малыкарский филиал стали финалистами народной премии «Гордость Якутии» 2021 год. Нюрнбергская детская школа искусств стала победителем и признана лучшей школой искусств республики в рамках реализации проекта «Музыка для всех». Нюрнбергский музей имени Ксенофонта Уткина занял 2-е место среди республиканских музеев по печатным изданиям. Принял участие в Всероссийской конференции в Санкт-Петербурге по модельному стандарту муниципальных музеев. В сфере молодежной политики продолжил работу районный волонтерский корпус. В 18 муниципальных образованиях были созданы волонтерские штабы. Всего за период пандемии проработало 150 волонтеров. На данный момент в районе 26 волонтеров с начала года отработано 716 заказов. Проведены традиционные тимуровские выходы. Во время борьбы с лесными пожарами Управление по молодежной политике был мобилизован 51 доброволец. Из Нюрнбергского района вышли 4 финалиста республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии». В рамках программы подготовка кадров первые 5 молодых руководителей из резерва кадров завершили обучение Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Подготовка кадров учреждений муниципального района, учреждений здравоохранения, работающих на территории района, является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. По итогам районного кадрового конкурса «Лидеры Нюрбы» 20 победителей получат гранты на обучение лучших образовательных учреждений страны. Лучшие из лучших включены в программу развития управленческого кадрового резерва. 6 лучших социальных проектов получили гранты на реализацию проекта на сумму по 100 тысяч рублей. 4 заявки стали победителями конкурса грантов главы республики и 2 проекта выиграли
конкурс фонда культурных инициатив, сумма привлеченных грантов составила более 5 миллионов рублей. 5 социально ориентированных некоммерческих организаций по итогам районного конкурса получили субсидию на реализацию проектов. Также администрация Нюрбинского района стала абсолютным победителем конкурса 100 лучших общественных инициатив к столетию ИАССР с муниципальным проектом оказания единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на проведение строительства, капитального ремонта или благоустройства жилого дома. Год образования, торжественно стартовавший в январе 2020 года, был продолжен и в этом году. В целях сохранения кадрового потенциала, привлечения молодых специалистов и повышения престижа профессии педагога на муниципальном уровне ведется планомерная работа. Создан совет по качеству при главе района, разработана дорожная карта по повышению качества образовательных результатов, подготовка кадров Нюрба-Чутала. С 2020 года начата реализация пилотного проекта «Учитель села» в селе Мальчагар, малой родине видного государственного общественного деятеля, первого наркома просвещения Семена Николаевича Донского II. На внедрение проекта из местного бюджета было выделено 2 миллиона рублей. Каждому участнику проекта выплачена сумма в размере 500 тысяч рублей. Эффективность деятельности образовательных организаций зависит от профессиональной компетентности управленческих кадров. Благодаря кадровой подготовке проекта Нюрба-Чутала идет целенаправленная поддержка инициатив наших школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. Директора образовательных учреждений прошли стажировки в Москве и Казани, где на местах ознакомились с передовым опытом коллег. Сборная команда педагогов Нюрбинского района Нюрба-Макс стала абсолютным победителем шестого методического турнира учительских команд нашей республики и достойно представили республики на всероссийском чемпионате региональных учительских команд. Масштабно и насыщенно прошел второй Вилюйский образовательный форум «Образование драйва развития» в селе Верхний Вилюйск. Он был посвящен разработке концепции развития системы образования Вилюйского макрорегиона до 1932 года. Нюрбинский район выступил модератором 2 диссессионных площадок: формирование распределенной методической системы и цифровая трансформация системы образования. В сфере физической культуры и спорта нюрбинские спортсмены участвовали в 58 выездных соревнованиях. В районе проведены 12 соревнований. Спортсмены приняли участие в 28 учебно-тренировочных сборах и тренировочных мероприятиях в рамках подготовки игр Манчары, спортивным играм народов и мероприятиях в составе сборных команд нашей республики. На чемпионатах и первенствах республики завоевано 25 золотых, 15 серебряных, 17 бронзовых медалей. На всероссийских и на международных соревнованиях 12 золотых, 10 серебряных и 29 бронзовых медалей. На спартакиаде по национальным видам спорта игры Манчари в Бельгии завоевали 5 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей. На высоком организационном уровне проведены чемпионат республики по борьбе Хавсагай на призы Алексеева, где Нюрбинский район впервые за долгое время занял 3-е командное место. 8 декабря на коллегии Министерства спорта республики было принято решение о проведении в 2027 году 9-х спортивных игр народов республики в Нюрбинском районе. Эти масштабные соревнования станут драйвером социально-экономического развития нашего района. За счет различных источников будут построены крупные социально значимые объекты на встрече 9-м спортивным играм республики. Всего, что проделано за этот год, в одном докладе невозможно перечислить. У работающей команды есть и некоторые неудачи, есть недоделанные дела, но в целом район держит правильный курс по реализации намеченных целей и задач. С 2022 года мы вступим в новый этап развития до 2027 года. И это станет мощным драйвером социально-экономического развития нашего родного Нюрбинского района. Я надеюсь, что мы вместе с вами
будем продолжать заложение фундамента этого периода именно в следующем году, году народных инициатив в нашем районе. Дорогие друзья, с наступающим вас Новым годом! Желаю всем здоровья, счастья в новом наступающем году. Олоңко олоға тұрғырды ден, бергенігінің тұранда бейге чулу бірді дұлақпы. Бұйыл түребіде сөз сылын бәлетері белейлі чонай, Саха бастықы Экосовета, наука доктора Николай Васильевич Емельянов, Нюрко района бұлыр-бұлырға талон қоғықтар, тойықсуттар, өкі тұлын тахарар айылғаттан айдырыла қалпатыланы ақтар ұлғыр өскерік сеттерінен білді. Сақа сенен бастың олың қоғында береме тұттарылар Иванов Василий Ивановичка чейлі бағылайды. Республикаға маңнайғынан сделаны Якутии проектирование программанан олоқтық сата ұстырын оңықтыра кирділер. Грант главы Нюрбинского района за неоценимый вклад в развитие малого и среднего предпринимательства в Нюрбинском районе номиналом 100 тысяч рублей присуждается генеральному директору общества с ограниченной ответственностью Гарантстрой Николаеву Осипу Степановичу посмертно. Грант получает Сергея Осипа Степановича Николаева Надежда Васильевна. Осип Николаевич, известный строитель, меценат Нюрбинского района. Он был не только строителем большой группы, но и талантливым руководителем. Прежде всего, он был добрым и душевным человеком. Нюрба района республикаға үелі, наука сәйдердікәрі сүйкен қылады келдері бір бастың районынан белдері. Ол құрдық білге ең құттығын техническай наука бір бастықынан сәйдегі сирек болар бұдынан. Космонавтика, авиастроение, промышленность, сәйдердікәр тие ұлақан қылады келдері ученайдар, салаятчылар, талана инженердар, еділлән тақсырықтара. Номинация «Лучший детский сад» присуждается муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Детский сад Каталык», заведующий Николаева Майя Олеговна. Победитель номинации «Лучший детский сад» «Детский сад Каталык». Номинация «Лучшая школа» присуждается муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Малокорейская средняя общеобразовательная школа» имени Михаила Васильевича Невежевского, директор Ушканов Федор Федорович. Лучшая школа «Малокорейская средняя школа». Номинация «Лучший руководитель дошкольного образовательного учреждения» присуждается Ивановой Марии Гаврилевне, заведующей муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Детский сад Северяночка». Лучший руководитель дошкольного образовательного учреждения Нюрбинского района Мария Гаврилевна Иванова. Номинация «Лучший директор школы» присуждается
1. Иванов Михаил Васильевич, чемпион России по кикбоксингу в дисциплине лоу-кик в городе Челябинске в 2021 году. Бронзовый призер чемпионата России в дисциплине М1 в городе Якутске в 2021 году. Тренер Алексеев Андрей Васильевич, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия, главный тренер Республики Саха-Якутия по кикбоксингу, получает брат Иванова Михаила Иванов Руслан Васильевич. Мехата Ольга Дмитриевна, призер первенства России У-21 в 2021 году, призер Всероссийского турнира, серебряный призер Кубка России, бронзовый призер Кубка России по самбо в 2021 году, мастер спорта по дзюдо и самбо. Премию получает тренер Соловьев Эдуард Исаевич, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия, отличник физической культуры Республики Саха-Якутия, отличник образования Республики Саха-Якутия, почетный работник общего образования России, почетный гражданин Нюрбинского района. Обоев Николай Васильевич, бронзовый призер игр Манчары по сумке боя, серебряный призер в 2021 году. Тренер Лагудов Петр Николаевич, заслуженный тренер Российской Федерации, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия, лауреат Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Коркина в области физической культуры и спорта. Иудина Полина Эдуардовна, победитель первенства Уральского федерального округа в 2021 году, бронзовый призер Дальневосточного федерального округа в 2021 году, победитель первенства России среди девушек до 18 лет, участница первенства Европы в городе Рига, Латвия. Тренер Соловьев Эдуард Исаевич, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия, отличник физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия, отличник образования Республики Саха-Якутия. Моисеев Данил Николаевич, бронзовый призер чемпионата Республики Саха-Якутия в городе Якутск, серебряный призер чемпионата России в городе Калуга, чемпион Всероссийского турнира памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева, серебряный призер игр Манчары по масс-рестлингу, победитель абсолютного чемпионата по масс-рестлингу Республики Саха-Якутия, памяти заслуженного тренера Дегтярева, тренер Агапов Алексей Валерьевич, тренер высшей категории, отличник физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия. Премию получает отличник образования Республики Саха-Якутия, старший тренер по масс-рестлингу Семенов Иннокентий Иванович, наставник Моисеева Данила. Лауреат Ефимов Александр Николаевич, чемпион России по международным шашкам, серебряный призер чемпионата России по русским шашкам, бронзовый призер чемпионата России по быстрым русским шашкам, серебряный призер чемпионата России по быстрым международным шашкам, тренер Ушницкий Петр Петрович, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия, гроссмейстер России по шашкам. Лауреат Антонов Александр Аркадьевич, победитель Всероссийского турнира «День Победы» в Санкт-Петербурге, чемпион республиканского турнира по хапсагае памяти Халдеева, победитель чемпионата Республики Саха-Якутия по борьбе хапсагай на призе Петра Алексеева, победитель матчевой встречи сборных команд Республики Саха-Якутия и Республики Татарстан. Премию получает тренер Ефарков Дмитрий Михайлович, многократный победитель и призер республиканских чемпионатов и турниров, кандидат в мастера спорта Республики Саха-Якутия по борьбе хапсагай. Лауреат Иванов Мюргул Куприянович, победитель чемпионата Республики Саха-Якутия по борьбе хапсагай на призы Петра Алексеева, бронзовый призер игр Манчара «Серебряный костяк», победитель матчевой встречи сборных команд Республики Саха-Якутия и Республики Татарстан. Получает тренер Ефарков Дмитрий Михайлович, многократный победитель призер республиканских чемпионатов и турниров, кандидат в мастера спорта Республики Саха-Якутия по борьбе хапсагай. Номинация «Лучший попечитель года» присуждается акционерному обществу «Юрбинская птицефабрика», директор Гаврилев Петр Иннокентьевич.
Начинаем церемонию награждения почетным званием «Почетный работник Нюрбинского района», наиболее отличившимся в 2021 году работников Нюрбинского района. Почетное звание «Почетный работник Нюрбинского района» в области муниципальной службы присуждается Сухариновой Варваре Анатольевне, главе муниципального образования Гекимдинский наслед. Почетное звание «Почетный работник Нюрбинского района в области сельского хозяйства» присуждается Яковлеву Меркурию Андреевичу, водителю акционерного общества «Кюндятинская». Хозяйства Яковлев Меркурий Андреевич. Почетное звание «Почетный работник Нюрбинского района в области образования» присуждается Григорьевой Дарье Васильевне, учителю начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Нюрбинская средняя общеобразовательная школа номер 1 имени Степана Васильева. Почетный работник Нюрбинского района в области образования Григорьева Дарья Васильевна. Почетное звание «Почетный работник Нюрбинского района в области предпринимательства» присуждается Тимофеевой Анне Юрьевне, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Кооператор». Почетное звание «Почетный работник Нюрбинского района в области культуры» присуждается Руфовой Алене Ивановне, заведующей отделом народного творчества муниципального казенного учреждения Департамент культуры Нюрбинского района. Почетный работник Нюрбинского района в области культуры Руфова Алена Ивановна. Алексей Михайловичка түгәннән туганан мактал бүген тердә торамыз бу Москва городка без чагдасын зорига биги 19 боломот Нюрба районыннан культура лехтәре сынянан чәптегерән верәк бит үрдәттән келде бит онда яха түгәннән туганан мактал бүген билдерән сәмәй белән бүген тоттара бүген күңелән. Онда бу мактал бүтән билдерән торам бу Нюрба районы депутаттарын советын берсегә килгән Сергей Иванович Исеевка мен бүтән тоттара бүген күңелән. Почетное звание «Почетный работник Нюрбинского района в области здравоохранения» присуждается
Ушканову Ивану Григорьевичу, заведующему детским туберкулезным санаторием с 1979 по 2021 годы. Почетный работник Юргинского района в области здравоохранения Ушканов Иван Григорьевич. Почетное звание «Почетный работник Юргинского района» в области жилищно-коммунального хозяйства и энергетики присуждается Габушеву Миру Ивановичу, мастеру участка МАК Юргинского филиала ГУК ЖКХ Республики Саха-Якутия. Почетный работник Юргинского района в области жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Габушев Мир Иванович. Почетное звание «Почетный работник Юргинского района в области социальной сферы» присуждается Катаконовой Валентине Никифоровне, директору Юргинским межвузным домом-интернатом для престарелых и инвалидов с 1996 по 2021 годы. Почетный работник Юргинского района в области социальной сферы Катаконова Валентина Никифоровна. Почетное звание «Почетный работник Юргинского района в области транспорта и дорожного хозяйства» присуждается Дудину Александру Борисовичу, водителю автобуса муниципального унитарного предприятия Юргинское автотранспортное предприятие. Почетный работник Юргинского района в области транспорта и дорожного хозяйства Дудин Александр Борисович. Почетное звание «Почетный работник Юргинского района в области физической культуры и спорта» присуждается Соловьеву Эдуарду Исаевичу, тренеру преподавателю муниципального резервного учреждения дополнительного образования «Городская юношеская спортивная школа». Почетный работник Юргинского района в области физической культуры и спорта Соловьев Эдуард Исаевич. Почетное звание «Почетный работник Юргинского района в области правопорядка и безопасности жизнедеятельности» присуждается Алексееву Николаю Борисовичу, заместителю начальника отдела Министерства внутренних дел России по Юргинскому району. Почетный работник Юргинского района в области правопорядка и безопасности жизнедеятельности Алексеев Николай Борисович. Почетное звание «Почетный работник Юргинского района в области средств массовой информации» присуждается Антонову Геннадию
Геннадию Владимировичу, журналисту газеты «Юрба» секретарю администрации муниципального района Мирзинский район. Почетный работник Мирзинского района в области средств массовой информации Антонов Геннадий Владимирович. Почетное звание «Почетный работник Юрбинского района в области лесного хозяйства и экологии» присуждается Афанасьеву Эдуарду Николаевичу, мастеру леса, помощнику участкового лесничего. Почетный работник Нюрбинского района в области лесного хозяйства и экологии Афанасьев Эдуард Николаевич. Общее фотографирование номинантов почетного звания «Почетный работник Нюрбинского района» 2021 года на память. Ырганнан Эгарделир Мичель Иннокентьев.
Республикатын Абый Муама Донай Уанна Нюрпо Улугуна Бачота Волохтого Дойдугут бир кен туттар сударствованной Уанна общественной деятеля Варвара Андреевна Петрова адынан премия туттарылар Варвара Андреевна Петрова адынан килбеннах үле беле туттарылар Семенов Макар Семеновичка Нюрпо районун тулу инвестиционной салата муниципальный казенный теренде салаячытыгар район махалыгын тутууга колячытыгар района Крысерин-Турган Сайт-Домоловтерде по показателям социально-экономического развития в 2021 году в первой группе. Третье место среди первой группы населения. Второе место среди первой группы наследников и сертификат номиналом 800 тысяч рублей присуждается муниципальному образованию Акаминский наслед, глава Семенов Ефрем Михайлович. Первое место и сертификат номиналом в 1 миллион рублей присуждается муниципальному образованию Жарховский наслед, глава Александров Павел Михайлович. Первой группы на память. По итогам фестиваля сельских муниципальных образований Нюрбинского района Крысерин-Турган по показателям социально-экономического развития в 2021 году во второй группе. Третье место среди второй группы наследников и сертификат номиналом в 500 тысяч рублей присуждается муниципальному образованию Харулинский наслед, глава Семенов Василий Николаевич. Награду получает заместитель главы Васильев Айдын Андреевич. Второе место среди второй группы наследников и сертификат номиналом 800 тысяч рублей присуждается муниципальному образованию Октябрьский наслед, глава Корякин Семен Александрович. Первое место и сертификат номиналом в 1 миллион рублей присуждается муниципальному образованию Бардовский наслед, глава Ушканов Леонид Владимирович. Награду получает исполняющая обязанности главы Иванова Изабелла Егоровна. Общее фотографирование победителей фестиваля среди наследников первой группы, второй группы на память. Күнде өкүтманы ыртыттар, эйгини эгардалиллер, Нюрба районун ого уяннарын салаятчылара Николай Чортыларгар, Валерий Платонов Милоетыгар, Күннях Корат Манна болуа, көрсөөн сыласы тызбыттайган.
Начинаем торжественную церемонию передачи переходящего символа года образования Году народных инициатив в Нюрбинском районе. На сцену приглашаются глава муниципального района Нюрбинский район Алексей Михайлович Иннокентьев. Для передачи переходящего символа приглашаются победители, руководители учреждений, показавшие высокие результаты по итогам года образования. Лучший детский сад «Каталык», руководитель Николаева Майя Олеговна. Лучшая школа, Малакайская средняя школа, директор Ушканов Федор Федорович. Лучшие руководители дошкольного образовательного учреждения, руководитель детского сада «Сибиряночка» Иванова Мария Гавриловна. Лучший директор школы, директор Каролинской средней школы имени Егора Федорова Васильев Павел Николаевич. Лучший классный коллектив, руководитель 9 класса Малакайской средней школы Перситова Мария Васильевна. Для объявления старта Года народных инициатив приглашаются победители проекта «Лидеры Юрбы». Иванов Алексей Капитонович, я будущий эксперт по финансам. Иннокентьев Андрей Валерьевич, агропроект по выращиванию овощных культур. Степанова Татьяна Ивановна, слет добровольных пожарных команд. Румянцев Сергей Анатольевич, спорт, единоборство массы. Яковлев Семен Павлович, сила Нюрбы Сада. Поминова Диана Георгиевна, медиацентр фонда Федота Григорьевича Сафронова. Слово предоставляется главе Нюрбинского района Алексею Михайловичу Иннокентьеву. Күнді дейді дұлақтарым, басталылар, бейкілердер, коллегаларым, өтчеттар, ағам хасталжырым сәрген, басыдан тұран дөстелері Нюрболының салаттатын, тұз бәйін ақырттан, барғырдың, келен ел, İlk hübbetki hırına eğer bir konuda. Kelesur bilgi Nürboluğun canına serpildiler, barıkıtıgar eteğine bulun. Bir sanağından sonra Allah'ın ilk hübbe hırdan ehillikten Nürbol yoluna sana sanatları hana saygı solutu bulunurlar. Birge İlk hette, hübbe hette hılgadalı. Beyi nüpparından, torundan bilgi ülelerlik, nürba ederdik, üleliye kayın, saygı kayın, ayak kayın, tutuk kayın. год объявлен годом народных инициатив в Нюрбинском районе. Günde ıdıkmalı, munyaklıklar çıkaran, ıdıkmalı ızıklar eğili, ılbağaylıklar ağabeyir, Yegor Mikhailov. Essetebül, bu kabarı nagarada ılbı camudun sergebidir. İdili kesinlik, tüsür yapıtı nağdali bir kabulle. Soruya, güne mola. En ondan
Уважаемые гости, приглашаем на общее фотографирование номинантов и лауреатов уходящего 2021 года.